Уважаемые зрители, большая просьба во избежание неловких ситуаций отключите свои мобильные телефоны. Благодарим за понимание. Добрый вечер, уважаемые слушатели! Удмуртская филармония приветствует вас на концерте, посвященном 800-летию со дня рождения великого русского государственного деятеля, военачальника и политика, святого благоверного князя Александра Невского. По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Александр боролся не с Востоком или Западом, он боролся за наше национальное самопонимание. Без Невского не было бы России, не было русских, не было нашего цивилизационного кода. Образ России, ее славное историческое прошлое и настоящее нашло отражение в творчестве выдающихся отечественных композиторов. И наиболее важную роль в создании жемчужин отечественного музыкального искусства сыграла знаменитая Балакиревская школа, пятерка, как называли ее на Западе, новая русская школа, как они называли себя, могучая кучка, как их называл Владимир Стасов. Но примечательно, что каждый из композиторов пришел и в Балакиревский кружок, и к русской тематике в творчестве своим путем. Кто-то, изучая переводы слова о полку Игореве, как Бородин, кто-то, вдохновившись примером старшего товарища, как Римский-Корсаков, а вот Мусоргский. Интересно, что уже занимаясь с Балакиревым, Мусоргский раздумывал над сочинениями, никаким образом не связанными с русской историей. Это была музыка к трагедии Софокла «Царь Эдип», замысел оперы Парамену Флабера «Саламбо», музыка первого акта оперы «Женитьба» по Гоголю. Но в 1859 году Мусоргский приезжает в Москву и выходит на Красную площадь. Как он напишет в письме: «Колокольни и купола церквей так и пахнули древностью. Кремль, чудный Кремль, я подъезжал к нему с невольным благоговением. Василий Блаженный и Кремлевская стена – это святая старина. Я был космополит, а теперь какое-то перерождение, мне становится близким все русское». И действительно, с этого момента оба самых значимых сочинения Мусоргского будут не только связаны с отечественной историей, причем со самыми сложными,
событиями этой истории, с историей смутного времени в Борисе Годунове и стрелецких бунтов в Хованщине, но события обеих этих опер развернутся в Москве на Красной площади. Вступление к Хованщине позже будет названо «Рассвет на Москве-реке». И река станет символом не только свидетельницей исторических перемен, но и рекой забвения, символом пути, символом вечной жизни. Первое отделение нашего концерта представляет собой своеобразную сюиту, составленную из наиболее ярких произведений отечественных композиторов. Номера сюиты пойдут практически без перерыва. Откроет программу первая часть второй симфонии Бородина. Именно она дала название всему сочинению. С легкой руки критика Стасова она была названа «Богатырской». Бородин хотел показать здесь собрание русских богатырей. Затем прозвучит третья часть симфонии, где будет изображен образ сказителя баяна, ведущего повествование под звуки звончатой гусли. Ну а дальше развернется страшная сеча при Керженце, сражение не на жизнь, а на смерть русских с татаро-монголами из оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». И как весть о победе жизни над смертью прозвучит вступление к опере Мусоргского «Рассвет на Москве-реке». Завершат сюиту знаменитые и блестящие половецкие пляски Бородина из оперы «Князь Игорь». Именно эта музыка принесла невиданный успех русской культуре на Западе, будучи представленной в рамках дягилевских сезонов. На сцене лауреат премии правительства Удмуртской республики, Государственный симфонический оркестр Удмуртской республики. Дирижер, приглашенный дирижер оркестра, заслуженный деятель искусств Удмуртии Николай Роготнев.
Закончилось первое отделение концерта «Антракт».
Во втором отделении концерта прозвучит кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский». Написанная в 1939 году, кантата была создана композитором на основе музыки к одному из лучших фильмов Сергея Эйзенштейна, его исторической киноэпопеи «Александр Невский». Главную роль в фильме исполнил Николай Черкасов. Работая над созданием образа Александра Невского, Эйзенштейн сразу решил, что он будет делать не биографию, а агеографию, потому что Невский был святым Русской Православной Церкви. Так в картине широко используются приемы, свойственные фресковой живописи. И Эйзенштейн даже написал статью, где объяснял, как он трактовал святость князя, а именно доведение благородных качеств человека до предела. Примечательно, что и Прокофьев, выбирая музыкальные средства для характеристики русских и тевтонских рыцарей-крестоносцев, также опирался на древние русские традиции, где всегда противопоставляются друг другу пение и музыка, вокальное начало и начало инструментальное. Так русские всегда поют хором, а крестоносцы характеризуются через инструментальные средства, причем в крайне неприятных инструментальных тембрах. И даже если крестоносцы поют свой хорал, то они скорее его просто скандируют на латыни, причем абсолютно бессвязные, отрывистые слова-фразы. Александр Невский фильм вышел на экран в 1938 году. Музыка из фильма сразу же стала популярной. И удивительно, что именно эта музыка зазвучала в первые минуты после объявления о нападении гитлеровских захватчиков на нашу страну. Именно хор «Вставайте, люди русские». И по модели этого хора затем Александров напишет свою «Весну священную». А 29 июля 1942 года указом Президиума Верховного Совета Советского Союза был учрежден орден Александра Невского, советская награда времен Великой Отечественной войны. И в качестве лика Александра Невского был избран образ Николая Черкасова. Орденом Александра Невского в годы войны награждались командиры Красной Армии, проявившие в боях за Родину личную отвагу, мужество и храбрость. Орден Александра Невского самый уважаемый среди офицеров. Им награждают того, кто, являясь командирами взводов, рот, батальонов, лично поднимался в атаке со своими солдатами и сержантами. Среди кавалеров ордена России больше всего офицеров, погибших в боях и раненых. Всего в годы войны эту награду получили 42 350 офицеров. А в Удмуртии это 34 кавалера ордена. И 4 из них кавалеры 2 орденов Александра Невского. Я хочу, чтобы вы узнали их имена. Георгий Федорович Лопатин. Родившийся в 16 году в деревне Бодярово Шарканского района. Его имя в феврале присвоено Шарканской средней школе, где он долгое время работал учителем после войны. Александр Семенович Колоков. Родившийся в 1912 году в деревне Маляши Каракулинского района. Яков Александрович Красноперов. Родился в 13 году в поселке Красноперовка Можгинского района. И Павел Тимофеевич Кривокорытов, родившийся в 1915 году в деревне Орловка Волжского района. Это единственный наш офицер-артиллерист, кто до присвоения звания Героя Советского Союза уже был удостоен 2 орденов Александра Невского. Сегодня, во время звучания кантаты, вы увидите именно всех наших земляков, кавалеров ордена Александра Невского. И особенно хочется поблагодарить человека, кто в течение многих лет собирает и собирал эти сведения о настоящих спасителях Отечества.
Это Николай Спиридонович Кузнецов, бывший военный, хотя бывших военных не бывает. И это живая история нашей страны, это ее достояние. Сергей Прокофьев, стихи Владимира Луговского, кантата Александр Невский в 7 частях. Исполняют Академическая хоровая капелла Удмуртии, хормейстер Артем Трефилов, Государственный симфонический оркестр Удмуртской республики, солистка Ольга Ушакова, дирижер Николай Роготнев.
Государственный симфонический оркестр Удмуртской республики, Академическая хоровая капелла Удмуртии, солистка Ольга Ушакова, хормейстер Артем Трифилов, дирижер Николай Роботнев.